В эти морозные дни мы заглянули в специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат номер 34. А в одном кабинете, оборудованном под спортивный зал, шли тренировки по пауэрлифтингу. По залу аккуратно сложены штанги, а молодые парни под чутким присмотром тренера выполняли жим лежа. Как оказалось, в этот момент они готовились к соревнованиям. Нас встретил тренер Юрий Иванович Ощепков, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации. Мы участвовали в многих проектах, как спорт вместе по-настоящему, и участвовали спорт без границ в этом году тоже закончился, да, наши ребята активно участвуют там. Не только было еще там какого года, там 3 года тому назад мы начали участвовать в всех мероприятиях, да, которые проводят в Харскав, и мы там тоже занимаем места, очень внушительный футбол занимали очень много места, тоже хорошие места, и по настольным спортивным играм. Но сейчас мы усиленно занимаемся пауэрлифтингом, который дети развиваются физически, духовно, нравственное воспитание воспитывается, друг другу помогают. И, конечно, у них хорошая социализация идет. Социализация детей, которые в обществе, да, во время соревнований, они получают много таких форматов, которые дают им новое, да, новое что-то раскрывает в жизни. Я считаю, что ребенок с инвалидностью или каким-нибудь поражением, да, физическим, они если развиваются как на равных, соревнуются со здоровыми детьми, да, как инклюзивное образование. Я считаю, что это правильно. Они выполняют тоже первый спортивный разряд, вторые спортивные разряд, третий спортивный разряд. Это тоже хорошо, да, когда ребенок именно занимаясь, выполняет какую-то разрядность, норму, да, это многое говорит о них, что они могут себя перебороть, да, и достичь цели, больших целей. В этой школе он работает достаточно давно, около 20 лет. Когда он пришел, дети стали активно участвовать в разных соревнованиях и занимать призовые места. Мы познакомились с ребятами, и они рассказали нам о себе. Для них спорт – это не только развлечение, а жизнь и продвижение вперед. В классе 7 я решил попробовать заняться этим, и как-то затянул, уже 3 года занимаюсь пауэрлифтингом, и для меня это больше, чем, знаете, это развлечение, я этим живу. Бывает, что сидишь дома, особенно в связи с этим карантином, и залы уже были закрыты, очень скучно будет, тоскуешь по такой шумихе всей. Участвовал на многих соревнованиях, где занимал как и 3-е, так и 2-е, и 1-е места. Все начиналось с пустой штанги, на самом деле, тоже, как и остальные, все начинали. Главное – это упорство. Максимальный вес, который я сжимал лежа, у нас на 100 килограмм было. Становая тяга была 180 килограмм и приседания 125 килограмм. В педагогический колледж я поступил благодаря своему тренеру, Ощепкову Юрию Ивановичу, который меня очень давно направлял туда. Он меня сильно в этом поддержал. Поступил, в общем, сдал нормативы, рекомендацию он написал. Вот сейчас учусь в 1-м курсе и до сих пор занимаюсь спортом. Как я пришел к этому спорту? У меня мой тренер был физкультурником в моей школе, в начальных классах. И получается, я попал в выборы участников как егошних, получается, учеников спорта. Я начал заниматься спортом. Сначала я поднимал 20 килограмм, так, как обычно, среднее. Потом у меня все шло потихоньку по карьере. Потом первые соревнования у меня начались. К тому времени я уже поднимал 40 килограмм. Получается, я там занял 1-е место среди инвалидов моей категории. У меня была категория 30 килограмм, я весил. И получается, я поднял на то время 37,5 килограмм. Занял 1-е место, потом я пошел на республиканские соревнования. Там я уже поднял 55 килограмм. Я тогда весил
45 килограмм. И потом достиг своих высот, отправился в Верхний Вилюйск. В Верхнем Вилюйске я привез, с Верхнего Вилюйска я привез, получается, кубок с первого места и 2 медали. И получается еще специальное приспособление для хранения медалей. И вот так вот я продолжаю заниматься. Сейчас на данный момент моя максимальная тяга в жиме лежа 65 килограмм. Это спорт, а не какая-то развлекаловка для меня. Для меня это жизнь, для меня это продвижение, для меня это позитив.